7 сентября жители микрорайона Туканяска города Камрата провели сход граждан, решив обсудить с местными властями существующую на протяжении нескольких лет проблему. Движение большегрузного транспорта, проезжающего ежедневно по центральной трассе, приводит к разрушению вблизи расположенных домов жителей. На пересечении улицы Киевской и Ленина собралось несколько десятков жителей района Туканянска. У них одна проблема – то, что правительство разрешило большегрузным машинам ездить по центральной трассе. Дома находятся в аварийном состоянии. Встреча жителей с представителями власти прошла на повышенных тонах. Многие не скрывали эмоций, так как терпению граждан настал предел. Доведенные до отчаяния люди уже готовы перекрыть дорогу. Однако сотрудники полиции отметили, что это противозаконно. Вы ничего не предпринимаете, ничего не решаете. Вот как да, кто согласен, вы хотите на дорогу закрывать, идите сюда. Закрываем дорогу. Люди со слезами на глазах показывали дома, которые от движения большегрузных машин сотрясаются, как при землетрясении. Люди устали делать ремонт, они стали бояться за жизнь своих близких. Трещины по всему периметру домов приводят к обрушению некоторых конструкций. Проблема в том, что мы даже не можем спать. Я, например, больная женщина, я среди ночи даже стою, хожу по комнате. Что это такое? Сколько можно жить? Так невозможно жить. Людям вообще невозможно, даже не считают людей здесь. Сделали тропинку здесь, сделали, там ничего не делают, а здесь вообще разваливается весь дом. Что это такое? Мы как бы нищие стали. На самом деле, с детьми мы боимся спать ночью от того, что по чердаку пошли большие трещины. Это невозможно, это ужасно. Что взять? Детей, взять вещи, куда пойти жить? При Марию пойти жить, в ГАИ пройти жить. Кому домой пойти жить? Объясните нам. Объясните, что мы тоже знали, куда пойти жить. Долго это будет вот так вот это вот безобразие будет происходить. Встать на Ленина, встать на дорогу, ложиться по дороге. Или что делать надо? Объясните, пожалуйста. Представитель инициативной группы Георгий Стаматов сказал, что жители микрорайона неоднократно обращались как к городским властям, так и к региональным. При Советском Союзе не было такого транспорта. 30 прицеп, 30-60 тонн. Это как поезд. Мы подходили к Константину, он говорит, я написал ему письмо, вот так и так, чтобы построить эту дорогу. И он сказал, что в этом году, в 16 году, дорога будет, и все будет нормально. Однако 16 год проходит, и раз дороги нет, значит у нас и не будет покоя здесь. Хорошо. Мы израсходовали очень много денег, сделали дом заново, все отштукатурили. Сейчас вот такие трещины по всему дому. И кому это нужно? Примар города Сергей Анастасов отметил, что Примария неоднократно выходила с обращением в вышестоящие инстанции, так как отрезок дороги от улицы Московской считается трассой национального значения. У местных властей нет полномочий вести работы на этом участке. Жители обращались на протяжении уже 7 лет. Я читал старые заявления, которые были до нас, и буквально в этом году они уже хотели перекрывать эту дорогу. Я уже, наверное, раза 3-4 попросил людей, чтобы они этого не делали, потому что все-таки дорога республиканского значения, те автомобилисты, которые едут по этой дороге, они не виноваты, им неоткуда больше ехать. То есть это дорога М3, которая не является под юрисдикцией Примарии города Камрат. За Московской улицей дальше эти дороги являются наши. Там уже грузовые транспорты не едут. Поэтому в этот раз у них уже накипело. Я уже несколько раз обращался в определенные, те, кто должен заниматься ремонтом этой дороги. И мы все ждем. В прошлом году была такая же ситуация с улицами Котовского, тоже дорога М3 Московского. Но среагировано было гораздо быстрее, и та улица была заасфальтирована. До заасфальтирования я посещал эти дома в вечернее время, там было как землетрясение. После асфальтирования там не было слышно машин. Поддержал жителей в решении проблемы и общественный деятель Михаил Лах. Мы обращались неоднократно к Башкану Гагаузии, Примару, мы обращались в Народное собрание, мы обращались всем, кому можно. Министерству транспорта, кто лично контролирует эту дорогу МП3.
слушайте, сколько можно, хватит уже. Я живу тоже здесь, живу чуть выше, мой родительский дом. Я не мог не отреагировать, потому что меня пригласила инициативная группа. Мы опять собрали подпися. Проблема очень большая. Вы пошли по домам, и вы увидели, что в каждом доме дырки вот такие большие. Вон там у наших соседей, у наших родственников упали крыши, упали стены. Как-то можно отреагировать руководству Республики Молдова. Я обращаюсь сейчас к руководству Республики Молдова, к премьер-министру, президенту. Я обращаюсь к министру транспорта. И еще раз, конечно, обращаюсь к нашим региональным властям Башкану Гагаузии, Народное собрание и, безусловно, мэру города, чтобы отреагировали. Но мне приятно, что сегодня примар здесь, председатель района Владимир Гарчу здесь. Здесь есть ряд муниципальных советников, здесь простые жители, здесь милиционеры. Пока дорогу не перекрываем, ведутся переговоры пока, но это предупреждение первое. Если не последует каких-то шагов, мы обязательно перекроем дорогу. Жители надеются, что республиканские власти услышат их чаяние и ускорят процесс решения проблемы, построив обещанную в этом году объездную трассу. Проблема в том, что проходят большегрузные машины на большой скорости, дорога неровная, разбитая, и происходят большие колебания. Из-за этих колебаний наши дома разваливаются, пожалуйста. Потому что они не могут выдержать того, что происходит здесь. И не только одна-две машины. Эта дорога республиканского значения, проходит много машин, особенно по ночам. И мы собрались здесь, люди собрались здесь для того, чтобы как-то решить эту проблему. Мы понимаем, что невозможно может построить новую дорогу так быстро, но хотя бы ограничить скорость можно. Поставить видеорегистраторы какие-нибудь, чтобы эти большегрузные машины ехали с меньшей скоростью. Сегодня выход решения не прямо такой большой. Несколько миллионов лей, это 2-3 миллиона лей, и эта проблема будет решена. Начиная до Московской улицы, хотя бы 5 сантиметров асфальта эти люди заслуживают. Это стоит около 3-4 миллионов лей, а дома, которые разрушаются, их у нас около 500 в нашем городе, где затоплены подвалы, и плюс к этому еще колебания этой дороги, это микроземлетрясение каждую минуту. Поэтому эти дороги разрушатся из-за двух причин. Это затопленные подвалы и дорога плохая. И будет дешевле сделать дорогу, нежели потом дома строить этим людям. В завершении встречи был создан оргкомитет по решению данной проблемы и разработана резолюция, в которой жители отметили самые важные пункты и передали ее местным властям. В ходе встречи удалось договориться о том, чтобы не перекрывать дорогу. Но отчаявшиеся люди отметили, что если вопрос не будет решен в ближайшее время, они готовы пойти на крайние меры. Отметим, что за время съемок по данной трассе проехало более 30 фур, а ночью их число значительно возрастет, отмечают люди.